Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу и коротко о главных темах выпуска. Получить новую квартиру по программе переселения из аварийного или ветхого жилья теперь возможно в любом населенном пункте Якутии. Социальная акция «Предупреди пожар, установи АДПИ» продолжается в нашем регионе. А наши корреспонденты засняли редких для столицы гостей. На Зеленом лугу в эти дни отдыхали цапли. Ледоход на реке Лени продвинулся за сутки на 55 километров. Его протяженность на территории Иркутской области составляет 201 километр. До границы с Якутией остается почти 650. По прогнозу якутского УГМС, вскрытие рек в нашем регионе произойдет на 1-3 суток раньше средних многолетних значений. Вскрытие Лены в пределах Ленского и Алекминского районов ожидается 5-14 мая. В районе Якутска 15-16 мая, у поселка Сангары 19-21. В Устьевом участке реки в последних числах месяца в течение второй декады мая вскроются реки Алдан, Вилюй и нижнее течение реки Амги. Что на 1-2 дня раньше нормы. Ледоход же на реках севера и северо-востока Якутии будет наблюдаться в третьей декаде мая и начале июня. Владимир Путин утвердил поручение по реализации своего послания Федеральному собранию. В частности, министрам необходимо разработать подходы для формирования в стране целостной системы мер поддержки семей с детьми. Далее, в августе правительству поручено выплатить семьям с детьми от 6 до 18 лет единовременно по 10 тысяч рублей. С 1 июля этого года доплаты начнут предоставлять неполным семьям. Как говорится в поручении, речь идет о ежемесячной выплате детям в возрасте от 8 до 17 лет, которые проживают в семьях с единственным родителем или семьях, имеющих в соответствии с судебным решением право на получение алиментов и не получающих их. Избежать сокращений было... В региональном отделении пенсионного фонда сообщили, что с 4 по 7 мая все клиентские службы работают в обычном режиме. Прием граждан ведется по предварительной записи. Записаться можно по телефону горячих линий, на сайте ПФР, в мобильном приложении ПФР или по телефону единой телефонной сети 8 800 600 02 98. Контактные данные и нужную информацию всегда можно найти на сайте Пенсионного фонда России pfr.gov.ru. Социальная акция «Предупреди пожар, установи АДПИ» продолжается в Якутии. Сегодня работники управления Госстройжилнадзора установили 3 извещателя в аварийной квартире многодетной семьи Масиных на улице Дзержинского, 66/1 в Якутске. Оборудование улавливает дым и включает оповещение. Тем самым может спасти людям жизнь и имущество. Участники акции приобретают автономный извещатель за свой счет и могут установить их в собственном доме, либо в местах, где живут социально незащищенные категории граждан. Процесс нужно снять на видео, разместить в социальной сети и передать челлендж другому человеку. Чтобы было понятно. Во втором подъезде заходили третьи лица и даже костер разжигали прямо в квартире. Поэтому это очень серьезная ситуация. Необходимо, чтобы пожарные извещатели были, и поэтому нами было принято решение установить именно в этом доме. Я передаю эстафету по установке пожарных извещателей министру строительства Калычанову Павлу Павловичу и заместителю прокурора республики Утрухину Александру Сергеевичу. Получить новую квартиру по программе переселения из аварийного или ветхого жилья теперь возможно в любом населенном пункте Якутии. Так, в этом году в столице региона новые квартиры получили 3 семьи из села Казачье Устьянского района. При этом они не являются собственниками, а их квартиры по месту жительства находятся на балансе муниципалитета. По словам представителя администрации района, еще 2 семьи находятся в очереди. Между тем, чтобы получить квартиры в Якутске, районам необходимо направить заявку со сформированным списком собственников в дирекцию жилищного строительства республики. Квартиры при этом будут находиться на балансе заявленного муниципалитета с возможностью дальнейшей приватизации собственникам. Программа продолжает действовать. Объемы, начиная с 2021 года, очень увеличены. Я имею в виду в части исполнения целевых показателей. До конца этого года мы должны ликвидировать еще плюс 215 тысяч метров, что накопительным итогом составит 325 тысяч метров аварийного жилья до 1 января 2022 года должны быть ликвидированы.
Теперь о текущей эпидобстановке. За минувшие сутки в Якутии выявили 85 новых случаев коронавирусной инфекции. Якутск – 50, Мегино-Кангаласский район – 24 заболевших. Амгинский район – 4 случая, Нерюнгринский – 3, Вилюйский – 2. Единичные случаи в Верхоянском и Намском районах. За сутки региональные лаборатории провели свыше 1200 исследований на ковид. Теперь о темпах вакцинации. По состоянию на сегодня в Якутию поступило 132 тысячи доз препарата для профилактики коронавируса. Первый компонент ввели 107 тысячам, второй – 71,5 тысячи человек. Тем самым реализовано почти 82% от поступившей в регион вакцины. Акцию «Георгиевская ленточка» запустили в Якутии в преддверии 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи региона. Волонтеры Победы передали ленточки торговым центрам, крупным магазинам и АЗС, и каждый посетитель сможет ее получить там бесплатно. О том, как проходит акция в Якутске, нам расскажет Сырглана Неустроева. Посредством прямой связи она подключается к нам. Сырглана, здравствуй, ты в эфире. Приветствую, Василий. Но для начала хотелось бы поздравить всех жителей республики с наступающим праздником. Ну а мы сейчас находимся на площади Орджоникидзе, где, собственно, и проходит акция «Георгиевская ленточка». Здесь волонтеры движения «Волонтеры Победы» раздают всем прохожим, всем желающим георгиевские ленточки абсолютно бесплатно. Подробнее о том, как проходит акция, на каких площадях города можно будет получить заветную ленточку, и какие еще проекты осуществляет движение, нам расскажет руководитель проекта, руководитель движения «Волонтеры Победы» Алгыс Петров. Алгыс, здравствуй. Ну, расскажи, пожалуйста, вообще, вы же ежегодно проводите какие-то акции, что-то у вас и хлеб вы раздавали, и ленточки, и что будет в этом году? Ну, с каждым годом на самом-то деле наши мероприятия становятся все лучше, так как мы понимаем то, что с каждым годом актуальность в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне возрастает. А именно потому, что, например, на сегодняшний день участников, ветеранов Великой Отечественной войны всего-навсего осталось 52 человека. Поэтому ответственность за эту память ложится на нас, на молодежь. Поэтому мы в этом году также собираемся все равно, несмотря на никакие ограничения, изменив формат проведения мероприятия, все равно провести массовые мероприятия. Да? Ну, например, вот мы сегодня раздаем георгиевские ленточки и будем раздавать до 9 мая в главных площадях города Якутска и планируем, в общем, раздать более 20 тысяч лент. Также мы понимаем о том, что ветераны все-таки ждут День Победы, да? И из-за того, что парада не будет, мы все равно устроим под окнами каждого ветерана парад, да, и концерты. И в этом всем, конечно же, будут помогать также волонтеры Победы. Также я хотел бы призвать всех якутян принимать участие в акции «Бессмертный полк». В этом году оно у нас проходит онлайн. И каждый из вас может историю своего деда, прадеда опубликовать на сайте «Полк», «Бессмертный полк». И также мы хотели бы сказать о том, что с каждым годом волонтеров Победы становится все больше. И на сегодняшний день у нас зарегистрировано более 1000 человек. И призываем всех все-таки помнить и проводить все больше мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти. Спасибо, Алгыс. Ну вот так постепенно празднование 9 мая переходит на онлайн-платформы. Я также присоединюсь к призыву волонтеров. Если у вас есть какие-то знакомые ветераны, если вы желаете как-то оказать помощь нашим ветеранам тыла, труда и победы и войны, оказать какую-то помощь, то, пожалуйста, выходите на наших волонтеров Победы. Ну а у меня к этому часу все. Василий. Полностью поддерживаем. О том, как проходит акция «Георгиевская лента», рассказала Сырглана Неустроева. Сырглан, спасибо. Теперь о спорте. Шорт-трекисты из Якутии выиграли 15 медалей первенства Хабаровского края. Информация предоставлена изданием «Спорт Якутия». В категории юношей старшего и среднего возраста на дистанциях 777, 500 и 1000 метров первенство лидировал Александр Пестряков. Третье место занял Артем Некрасов.
Среди юношей младшего возраста на дистанции 500 метров серебряную награду выиграл Дмитрий Малышев. На дистанции 1500 метров бронзовым призером стал Аскалон Павлов. В категории детского возраста на дистанции 500 метров Альбина Янкова стала третьей. А в категории супердетский возраст на 3 дистанциях 500, 222 и 333 метров победительницей стала Валентина Некрасова. Кроме того, якутские шорт-трекисты отличились и в эстафетной гонке. В составе Дмитрия Малышева, Ильи Кольцова и Аскалона Павлова они финишировали вторыми, завоевав серебряные медали. По итогам соревнований сборная Якутии завоевала 6 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых наград. Редкие для Якутии обитатели были замечены нашей редакцией на Зеленом лугу в столице. Корреспондент Якутия-24 заснял, как там отдыхают цапли. Большинство видов этих птиц гнездится на деревьях, строя там большие гнезда из прутьев. Живущие в северных регионах птицы, такие как серая, большая голубая и рыжая цапли, на зиму перелетают на юг. Хотя первые два вида делают это только в случае замерзания воды. В полете они медлительны, при этом втягивают голову в себя. Это отличает их от других водных птиц, таких как журавли, аисты и колпицы. 14-летнего Юрия Старновского знают многие нерюнгринцы. Юноша стал популярным благодаря своей игре на саксофоне. В теплую погоду исполнение музыканта можно услышать у торговых центров, в городских парках и скверах. С ним встретилась и пообщалась Екатерина Павлова. Сегодня в Нерюнгри нечасто можно попасть на живые выступления. В распоряжении у тех, кто желает приобщиться к музыке, лишь бездушная техника, вещающая через колонки. Искренний же и эмоциональный голос саксофона в руках Юрия напрямую говорит со слушателями на универсальном языке, близком и понятном каждому. Люди реагируют положительно, часто хвалят, останавливаются и порой даже такими средними толпами слушают. Ноты учат музыканта дисциплине, тренировке слуха. Музыка повлияла на внутреннее развитие подростка и его индивидуальный стиль. Был достаточно зажатый человек, но потом, благодаря нескольким людям, все же я вышел в свет. После я подумал, что я в принципе могу показать людям, что я могу, я существую. Один из единственных способов реализовать себя, выпустить свою душу. Саксофон именно как раз-таки и сделал меня таким, какой я есть. Родители поддерживают талантливого сына, но волнуются за него после осеннего инцидента. Тогда во время игры на саксофоне на главной площади города к парню подошел взрослый мужчина и просто ударил его электрошокером, объяснив это тем, что саксофон, видите ли, разбудил его. Суд оштрафовал агрессивного мужчину. А Юрий мечтает о том, чтобы музыка преображала общество в более гуманное, дарила улыбки и хорошее настроение. С музыкой и свяжу всю свою оставшуюся жизнь. Может быть, буду изучать композицию, что-то писать, может быть, просто стану исполнителем. Сегодня Юрий заканчивает 8 класс 15-й школы города Нерюнгри и последний 5 класс детской школы искусств. Здесь юноша познакомился и с другими инструментами – кларнетом, фортепиано, но саксофон стал ближе и роднее всех. Мы видим его как музыканта, который пытается сам себя реализовать. Тоже исполнительство на улице, допустим. Какие-то моменты я, конечно, вношу, корректирую, чтобы что-то они играли там, направляю их на определенный репертуар, чтобы это понятно было людям. То, что он проявляет самостоятельность, это вид самообучения, так скажем. Когда человеку интересно, он познает все это, интересуется и в то же время развивается. Настоящие музыканты будут играть настоящую музыку. Те, кому есть что сказать, будут продолжать делать это на сцене или на улице. Самое главное, чтобы это было искренне, чтобы все высказанное имело душу. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. К этой минуте все. До встречи в эфире.